пару слов еще о нагилях. Они не забиваются в хаотичном порядке, они забиваются в четко определенном месте. Сейчас я вам покажу. Вот почему именно вот здесь? Почему нагиля именно в этих местах? Смотрите, возле узловых элементов же нельзя нагиля делать. Значит, отступаем. Дальше идет через метр. Вот тоже мы же не можем тоже на узловых элементах, на стыковке половых лак. То есть все в сторонке. Следующий брус пойдет, нагель уже вот здесь рядышком пойдет. Поэтому есть отметка карандашом. То есть мы заранее знаем, где нагиля. То есть вот отметка карандашом. То есть следующий нагель пойдет рядышком. Кроме того, надо учитывать все узловые элементы. Вот, например, стыковка идет. Почему нельзя вот здесь? Вот место чистое, да, с одной стороны. Почему тут не сделали нагель? Да потому что стыковка идет. Это вот всякие такие тонкости надо учитывать. Поэтому вот в сторонке. Следующий уже пойдет сверху рядышком. Не друг на друга никогда. То есть рядом. Расстояние примерно метр между нагелями. И отступ от всех узловых элементов. Блин, ну четко. Вот под карандаш видно. Работу видно. Вот там сейчас торцовка идет. Потом он уже напиливает по проекту половые лаги. Дополнительно скрепляем еще все угловые соединения, чтобы разошлись. Джут прошитый, плотный. 6-8 мм, нагиля сухие.